Қайырлы күн, құрметті көрермен. Астана қаласы коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңында баспасөз брифингін бастаймыз. Бүгінгі брифинг тақырыбы мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қолдау шаралары туралы. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем брифинг пресс-центра службы коммуникации города Астаны. Тема сегодняшнего брифинга о мерах социальной поддержки лиц с инвалидностью. Құрметті брифингке қатысушылар, сұрақтарыңыз болса, коммуникация қызметінің әлеуметтік желідегі Instagram, Facebook парақшаларына жолдасаңыздар болады. Баспасөз алаңында спикер Астана қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқарма басшысының орынбасары Мәлік Еркебұлан Мәлігүлі. Қош келдіңіз, сөз кезегі өзіңізде. Қош келдік. Құрметті көрермендер, жалпы бұл жиынға біздің басқарма бастығының қатысу керек. Өкінішке орай отбасылық жағдайына байланысты ол кісіні мен алмастырып отырмын. Уважаемые зрители, сегодня перед вами должен был выступить руководитель управления СКУП Илья Васильевич. По семейным обстоятельствам он вынужден был отпроситься, заменяю я его. Мәлік Еркебұлан. Құрметті тыңдармандар, уважаемые читатели, социальное развитие поддержки лиц с инвалидностью приоритетная стратегическая задача управления занятости социальной защиты города Астана. В столице проживают порядка 33 тысячи лиц с инвалидностью, взрослые, а также дети. В связи с многочисленным обращением лиц с инвалидностью в целях повышения социальной поддержки, а также учитывая статус столицы, рассмотрен вопрос по дефицитным выплат ко дню лиц с инвалидностью. Второе воскресенье октября в размере в зависимости от группы инвалидности. Лицам инвалидности первой группы 20 МРП, 69 тысяч тенге. Лицам с инвалидностью второй группы, детям с инвалидностью 10 МРП, 34 500. Лицам инвалидностью третьей группы 5 МРП, это 17 250 тенге. Данная помощь будет оказываться в новом году, в 2024 году. Вместе с тем, Социальным кодексом Республики Астана внедрение с 1 июля текущего года расчет оплаты услуг индивидуального помощника в счет производится, исходя из расчетных показателей, это 12% размер МРП, процент размер месячного расчетного показателя, установление закона Республики Астана бюджетный соответствующий финансовый год. Предусмотрено исключение удержания перечисления обязательных пенсионных взносов и на обязательное социальное медицинское страхование, которое осуществляется местным исполнительным органом и иными юридическими лицами в пределах гарантированной суммы ежемесячного позднего 25 числа следующего за отчетный период. Также увеличена норма выдачи гигиенических средств подгузников лиц с инвалидностью. Это 1460 штук, 4 штуки в день. Ранее 730 штук, то есть мы увеличили 2 штуки в день. По желанию получателя ежеквартальное обеспечение не менее 360 штук в квартал. По принятым заявлениям по 1 июля перечисляется по обязательным гигиеническим средствам, подгузникам осуществляется автоматически. В соответствии с правилом оказания социальной помощи, установленным размером определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан города Астаны, утверждается решение Маслихата города Астаны. Утверждено решение Маслихата города Астаны от 3 октября 2023 года. Увеличение размера выплат в виде возмещения затрат на санаторно-курортное лечение сопровождающих лиц с инвалидностью первой группы. Это с 35 МРП на 55 МРП. С 4 ноября вступило в силу новые правила, норм ведения с 4 ноября. ЛСИ обеспечивается услугами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и реабилитации, в том числе социальной профессиональной помощи. Мерам социальной реабилитации в части обеспечения технической и помогательной компенсатором средствам и услугам реабилитационно охвачено более 20 тысяч с инвалидностью, 17 тысяч это в 2022 году. Посредством портала социальных услуг. Из них посредством реабилитации, средством передвижения гигиенических противоугрозных помощи это 19 967 человек. Услуги реабилитации 8 810 лиц. Из них специалистами жестового языка 506 человек, индивидуальные помощники 2762 человека, санаторным курортным лечением 5542 человека охвачено. ЛСИ, имеющие затруднения передвижения с детьми с инвалидностью, предоставляются бесплатные транспортные услуги, перевозки инватакси. Услуги инватакси оказываются по 5 направлениям на 117 автомашинах инватакси, 16 специализированных и 101 легковых машин. В день осуществляется в среднем 1167 поездок. Количество инватакси увеличилось с 80 в 2022 году на 1719 человек, до 100 017 машин в 2003 году.
Также услуги по перевозке лиц с инвалидностью старше 18 лет, предполагающиеся кресло, коляска, 715 человек, 6 специализированных машин, то есть специально предназначенные. Услуги по перевозке лиц с инвалидностью по зрению, 450 человек, подъемникам 20 легковых автомашин. То есть у нас машины приспособлены, они могут поднимать эти коляски, загружать, то есть тех неудобств, которые они ранее сталкивались, у них нету. Услуги по перевозке детей с инвалидностью до 18 лет передвигается на кресло-коляске 199 человек, 5 специальных автомашин. Услуги перевозки детей с инвалидностью 1246 человек, 62 машин, 61 легковая и 1 специализированная машина. Услуги перевозки лиц с инвалидностью, имеющих рекомендации ВВК, но исполнительных кресла-коляски старше 18 лет 304 человек, 21 машин, 20 легковых и 1 специализированная машина. В рамках полного охвата услугополучателя, а также изменения механизма предоставляются услуги инватакси, повышение качества и скорости в столице. С 10 июня 2023 года запущен пилотный проект через сервис Яндекс.Го, в котором приняли участие 195 ЛСИ, из них 128 детей с инвалидностью, 23 лиц с инвалидностью по зрению и 61 лиц с инвалидностью старше 18 лет, имеющих ВВК. ВКК осуществление, то есть 11 144 поездок. Акимат города Астаны утверждена дорожная карта по обеспечению мониторинга качества безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями 2023-2027 года. Аппаратом Акима города Алматы, Сарыарка, Байконур, Есель созданы рабочие группы по внедрению паспортизации объектов. На 2023 год подготовлен список объектов, подлежащих паспортизированию и адаптации в количестве 219 объектов, объем государственного учреждения 7 единиц, объем малого и среднего бизнеса 160 единиц, объект здравоохранения 21 единиц, объект культуры 9 единиц, объект образования 29 единиц. На сегодняшний день осуществляется выезд рабочей группы, обследование из них 299 объектов, то есть нашими специалистами, заместителем руководителя управления часто организуются эти поездки, осуществляются, проверяются. Управление является координатором деятельности 10 подведомственных учреждений, так же, как у нас непосредственно, которые к нам подчиняются. За текущий период охвачено ССУ 3928 ЛСИ, из них 2805 дети, 1583 человек НПО и 2345 человек. Ежегодно в рамках государственного социального заказа осуществляется финансирование неправительственных организаций, части предоставления СУСУ. Количество НПО оказов СУСУ увеличилось на 522 человека. В 2009 году на 2023 год период количество увеличилось на 2345 человек. Количество получателей услуг увеличилось в 2009 году 1823 человека. И составляет оно в общем 2345 человек. Вместе с тем, с лицами инвалидностью предусмотрены следующие виды оказания услуг помощи в виде бесплатного проезда на маршрутах городских, пассажиров, транспорта, услуг, зубопротезирования 1 раз в год, санация единовременных денежных выплат ко дню лиц с инвалидностью, 2 воскресенье октября, возмещение затрат на приобретение твердого топлива, подтверждение установки газового топлива. Для лиц с инвалидностью трудоспособного возраста согласно ИПР предусмотрены меры содействия занятости трудоустройства на вакантные места участия в активных мерах занятости. По итогам 11 месяца 2023 года охвачены меры социальной защиты от безработицы 1288 лиц с инвалидностью. На интернет-портале электронной биржи труда размещено 132 вакансии на 418 рабочих мест и трудоустройства с лицами с инвалидностью. Одним из эффективных инструментов для вовлечения инвалидов в продуктивные занятия считается квота и трудоустройство на предприятиях. Действует квота на рабочих местах для ЛСИ от 2 до 4% от штатной численности без учета тяжелых работ места с определением условий труда. За отчетный период проведено 39 ярмарок вакансий, трудоустроенную почти половина. В целом работа создана условия для социальной интеграции лиц с инвалидностью продолжается и находится на постоянном контроле у руководства. Сұрақтары болса, көрермендердің біз жауап беруге дайынбыз. Уважаемый Еркебулан Маликович, спасибо за ваш доклад. А мы перейдем к этапу вопроса и ответ. Біз енді келесі бөлімге өтеміз. Сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Первый вопрос. Кому в первую очередь предоставляется услуга инватакси?
Инватакси предоставляется в порядке предоставления работающим обучающимся лицам с инвалидностью, график работы и учебы другими лицами. То есть в службу они звонят в обращение в диспетчерскую службу, дают заявку и после выезжает машина, уже обслуживает эти лица. Рахмет. В каких мерах занятости могут участвовать лица с инвалидностью? Лица с инвалидностью могут обратиться в поиске работы в КГУ Центр трудовой мобильности города Астаны по улице Бибичелек 9. Режим работы у нас с 9 до 6 часов. То есть дают заявку, заявление, и позже мы же рассматриваем и предоставляем им места, которые у нас есть вакантные. Рахмет. Бізге келіп түскен сұрақтар легі осындай. Жауаптарыңызға рахмет айтып, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Сіздерге де. Рахмет. Біз бүгінгі баспасөз мәслихатын аяқтаймыз. Амандықта жүздескенше.